Сегодня поговорим о гормональном дисбалансе. Я объясню эту очень сложную тему очень простым языком. Эндокринная система в целом — это, по сути, превосходная система коммуникации. В ней есть различные железы. Они вырабатывают гормоны и посылают их через кровь. Гормоны — это сообщения. Их посылают, получают, и они направляются обратно по замкнутому контуру обратной связи, возвращая информацию в железу, чтобы та перестала посылать сообщения. Если на этом маршруте возникает какая-то проблема, уровень гормонов может повышаться или снижаться. Это называется гипер- или гипофункцией. Избыток гормонов щитовидной железы называется гипертиреоз. Их нехватка называется гипотиреоз. Так может происходить, в общем-то, со всеми гормонами. Гормоны очень чувствительны к окружающей среде, особенно к химикатам в пище, к медицинским препаратам, пестицидам, инсектицидам, токсинам. Многие эти химикаты в окружающей среде называются гормональными разрушителями. Дело в том, что многие железы и гормоны состоят из жира, а многие химикаты жирорастворимые. Так что они как бы прилипают к рецепторам, блокируют их и нарушают коммуникацию в теле. А другие гормоны, особенно надпочечников, очень чувствительны к стрессам, эмоциональным стрессам, потерям, физическим стрессам, травмам, операциям. Это может влиять на надпочечники. По поводу эстрогена. Яичники чувствительны к составу пищи, особенно к гормонам в пище. Если вы едите, скажем, молочные продукты из магазина, а в них есть гормоны, другие химикаты, гормоны для роста, это может сильно влиять на яичники, как и противозачаточные таблетки, заместительная гормонотерапия. В 50-х годах использовали ДЭС — диэтилстильбестрол. Это очень мощный эстроген, который применяли для профилактики выкидышей. Но 30 лет спустя обнаружили, что он вызывает выкидыши, что создало много проблем. Разумеется, его продолжали использовать еще лет 10, давали его животным. А вы едите животных. И если вы родились до 79-го года, вероятно, вы подвергались его действию. И он создает много проблем в теле. В ГМО-продуктах есть гербицид под названием глифосат. Он тоже создает много проблем в нашей эндокринной системе. Во время менопаузы подключается орган, страхующий яичники. Это надпочечники. Но если они не работают, если они слабые, уставшие, если у них стресс во время менопаузы, то они не могут подстраховывать яичники. Ведь надпочечники, как резервные железы, вырабатывают те же гормоны, что и яичники. Не в том же количестве, в котором гормоны вырабатывались до менопаузы. Но факт в том, что если работа яичников не дублируется, то возникают симптомы дефицита гормонов, а иногда даже их избытка. Ведь эстроген работает вместе с прогестероном, но не буду углубляться. Суть в том, что много чего может мешать работе желез. Таким образом, имея дело с избытком или нехваткой гормона, зачастую можно реально запутаться. Нужно взглянуть на это с высоты птичьего полета. Я рекомендую помогать железам, а не гормонам. Ведь гормон — просто послание. Он делает то, что прикажет железа. Многие оставляют без внимания сами железы. Они не помогают, например, надпочечникам. Они пытаются повлиять на конечный результат в этой цепи событий. Проблемы щитовидки обычно вторичны по отношению к другим факторам. Ведь может быть так, что щитовидная железа вырабатывает гормоны, но они не активны. Это Т4. Эти гормоны ничего не делают, если они не активированы в печени, желчном пузыре и в почках. 80% гормона Т4 должны превратиться в активную форму Т3 в этих двух органах — печени и желчном пузыре, а 20% в почках. Так что, если у вас жирная печень, цирроз печени, воспаление печени, гепатит, нет желчного пузыря, не хватает желчи, любая подобная проблема, то бум! Гипофункция щитовидной железы. А также, если у вас избыток эстрогена, то есть гиперфункция в этом плане,
Это может подавлять гормоны щитовидной железы. И противозачаточные таблетки, заместительная гормонотерапия или ваш рацион богат сои, которая имитирует эстроген, могут подавить щитовидную железу. Или у вас, скажем, болезнь Хашимото, а это не вполне проблема щитовидной железы, это аутоиммунная проблема. Просто под удар попадает щитовидка, но это вообще отдельная тема. У нас есть антиоксидантные сети. Организм сам их вырабатывает, а также они поступают с пищей. И у вас идет постоянная битва. Ваши клетки убивают микробы, создают что-то, чтобы убивать микробы и чужеродные патогены. Например, перекись водорода и многое другое. Тело создает ее, чтобы убивать микробы. Если происходит сбой в антиоксидантной системе нашего организма, и, возможно, пища бедна антиоксидантами, то перекись водорода может скопиться и повредить щитовидную железу. В этом случае нужно восстановить эту систему, чтобы противодействовать этому. Можете посмотреть мои ролики по каждой этой теме. Я даю вам общее представление о том, что может произойти. В общем, проблема редко в щитовидке, чаще это следствие чего-то еще. На приеме у врача всегда докапывайтесь и выясняйте, в чем причина проблемы. В чем коренная причина? Не принимайте объяснения типа «никаких причин не видно, наверное, просто день такой». Выясните причину, особенно если вас хотят лечить. Ведь очень часто врачи лечат какую-то вторичную проблему, а главную проблему оставляют без внимания, не смотрят на нее, и вам не становится лучше. Перейдем к тестостерону, и я буду говорить в основном о женщинах. Вот что вам нужно знать о тестостероне. Если у женщины избыток тестостерона, мы будем называть его андрогеном, то часто это вызвано не обязательно тем, что она подвергается воздействию андрогенов, а по сути тем, что у нее избыток инсулина. Проблема скорее в питании. Избыток углеводов, слишком частые приемы пищи. Вы можете подумать: «Ого, я получаю андроген извне, из чего-то, что...» Нет, он образуется из другого гормона. Вот что сильно сбивает с толку. Еще вам нужно знать вот что. Надпочечники, в дополнение к яичникам, вырабатывают тестостерон. Так что гиперактивные надпочечники сами по себе могут повысить уровень андрогенов. Ну хорошо, перейдем к кортизолу и посмотрим, что будет при избытке кортизола. Жир на животе, аллергии, диабет. Ведь избыток кортизола разрушает белок в нашем организме, и организм начинает также создавать больше сахара. И вы, по сути, превращаете белок своих мышц в сахар, или печень вырабатывает больше сахара. Ведь кортизол называется глюкокортикоидом. Это гормон, создающий глюкозу. Одно это может повысить инсулин и сделать вас диабетиком просто из-за избытка кортизола или даже из-за приема преднизона. Это препарат — синтетическая версия кортизола. Роящиеся мысли, когда вы думаете, анализируете круглосуточно и в конце концов начинаете терять память в результате этого. Вы постоянно в режиме «бей или беги». Высокое давление, высокий холестерин — это, видимо, цепная реакция из-за избытка инсулина. И затем низкий уровень витамина D. Думаю, этим страдают вообще все. Круглое лицо. Розация — это когда у человека такие красноватые щеки. Низкая стрессоустойчивость. Еще могут быть различные иммунные проблемы с лейкоцитами, но я не хочу усложнять. Далее. Гипофункция. Низкий кортизол. Симптомы этого — слабый иммунитет, болезни выходят из ремиссии, потеря веса, вы начинаете терять вес. Вы можете сказать: «Это же здорово». Но нет, ведь ваше здоровье не улучшится. Это не самый здоровый способ худеть. Да, кожа становится немного темнее, словно вы загорели. Опять-таки, это не полезно для здоровья. Витилиго — это небольшие белые пятна, исчезновение пигмента участками. Потому что кортизол влияет на меланин, тяга к соленому. Человек теряет много соли, если у него мало кортизола и других гормонов надпочечников, не только кортизола. Поэтому он постоянно ест соль, и она ему действительно нужна. Эстроген. Гипофункция, мало эстрогена, депрессия, сухая кожа, нулевое либидо, приливы, ночной пот, плохая память, бессонница.
Вагинальная сухость, а в остальном все супер. Далее, гиперфункция, избыток или доминирование эстрогена. Болезненность молочных желез — это один симптом. Увеличенная грудь. Фиброзно-кистозная мастопатия — это кисты в груди или кисты в яичниках. Здесь помогают морские водоросли, потому что йод помогает нормализовать, снизить высокий уровень эстрогена. Задержка жидкости. Болезненная обильная менструация, а это приводит к анемии. Сильные спазмы, увеличение веса в нижней части тела, таз, бедра, ягодицы, седельные сумки, ПМС. Опять же, в остальном все прекрасно. Стоит избегать молочных продуктов при проблемах с яичниками. Вероятно, это поможет, особенно если у вас миомы. Если у вас менопауза и есть проблемы с эстрогеном, нужно укреплять надпочечники, потому что это резервные органы. И знайте, что противозачаточные усугубляют ситуацию. И нужны органические продукты без ГМО, чтобы не подвергаться действию химикатов. Нужны очень чистые продукты, если у вас есть эти проблемы. Щитовидная железа. В случае ее гипофункции, недостаточной функции, у вас будет усталость, депрессия, сухая кожа, сухие волосы, выпадение волос по краям бровей. Не думаю, что у меня есть эта проблема. Ломкие волосы, приливы, ночной пот. Лишний вес по всему телу, а не в конкретном месте. Ведь гормон щитовидной железы проникает практически во все клетки. Он вызывает рост митохондрий, а они управляют метаболизмом, поэтому он будет медленным. Вот почему лишний вес по всему телу, ведь все процессы идут вяло. Запоры — это была гипофункция. Гиперфункция — избыток гормонов. Избыточная потливость, нервозность, учащенный пульс, выпученные глазные яблоки, бессонница, менструации прекращаются, и вы теряете вес. Теперь о тестостероне у женщин. Гипофункция, выпадение волос, сниженное половое влечение, депрессия, утомляемость. И мы видим, что утомляемость — общий симптом, поэтому при утомляемости нужно всестороннее обследование, ведь причин утомляемости может быть очень много. Утрата энергичности. Ваша прыть, динамичность просто улетучилась. Вагинальная сухость, набор веса. Гиперфункция, избыток тестостерона. И снова вероятная причина — избыточный инсулин или гиперактивность надпочечников. Симптомы — выпадение волос, акне, более низкий голос, волосы на лице, синдром поликистозных яичников. Я просто хотел дать вам представление о том, что может случиться с эндокринной системой, о некоторых симптомах избытка или нехватки гормонов. Теперь у вас есть краткое описание, немного сложное, но вот что важнее всего. Прежде чем принимать средства или добавки для исправления этого, вы должны исправить основы своего питания. Вы должны привести рацион в порядок и не потреблять никаких химикатов. Еда не должна быть токсичной, она должна быть очень здоровой. Внизу ссылка на ролик о том, что нужно есть. Сначала сделайте это, а спустя время посмотрите, остались ли эти проблемы. Спасибо за просмотр. Приглашаю вас на свой курс «Яичниковый тип телосложения». Это курс для женщин с нарушениями цикла, симптомами менопаузы и другими гинекологическими проблемами. Внешне это выражается в отложении жира на бедрах и внизу живота. Мой курс поможет вам восстановить женское здоровье. Вас ждут мои уникальные видео, списки продуктов и упражнения для эффективных тренировок. Записывайтесь на курс по ссылке внизу. До встречи!